добрый день, помолимся. Я рано харкую цабр să закінчили філу зіктор зірис ставча повста зарисну вай яка хелецна англійська хепщили кузіген якщо зізло обсуді. Спасибо, присаживайтесь. Вот после небольшого перерыва мы с вами продолжаем изучение Священного Писания Ветхого Завета. У нас книга Исход. Урочный чтец у нас уже есть на сегодня. Вот, мы остановились на 9 главе книги Исход. Вот. То есть мы сейчас проходим с вами 10 казней египетских. Да? И остановились мы на 29 стихе. Давайте откроем, у кого есть, Марку раздали все. У кого нет, идите, открывайте. Зачем все никто читать не может? Зачем? Она считает достаточно. Зачем? Марк, мы для того раздаем Священное Писание, чтобы следили зрительно за текстом. А там пожалуйста, очень 29 стих, пожалуйста. Моисей ответил ему: когда я выйду из города, я возведу руки к Господу, и тут же гром стихнет, и град прекратится. Да. Значит, дословный перевод такой. «И сказал ему Моше: когда выйду из города, воздену или распространю руки мои ко Господу, громы прекратятся, града не будет более. Чтобы ты знал, для чего? Что хозяин земли Господь. Да. Чтобы ты знал, что Господу принадлежит земля. Чтобы ты знал, что Господу принадлежит земля. Значит, здесь ладонь, кисть, рука, правда, ступня, точно так же стопа, подошва. Но кто у нас распростер руки и принес спасение, мы с вами уже эту икону смотрели, распятие мы с вами видели и не раз уже на эту тему с вами говорили. Теперь я хочу зачитать вам послание к евреям, 13 главу. Вот, поскольку по аналогии мы в Священном Писании с вами разбираем смыслы. Вот по аналогии у нас это получается. Что мы здесь с вами читаем? Первосвященник вносит кровь животных в святое святых. Это жертва за грех, а сами тела жертв сжигаются за пределами лагеря или города. Какая глава? 13 глава. Так и Иисус был казнен за воротами города, чтобы осветить народ свой собственной кровью. Поэтому давайте и мы выйдем к Нему за пределы лагеря или города, чтобы нам понести на себе тот позор, который понес Он. Здесь, на земле, у нас нет Родины, и мы ожидаем будущего города. Это пишет апостол Павел, послание к евреям, 13 главе, 11-14 стихи. Мы с вами уже говорили о том, что означает слово «город». Ир – концентрация того, что мы называем цивилизацией современной. Мы с вами уже об этом говорили не раз. Но вот все-таки вопрос. Почему нужно выйти за пределы города? Христос распят за пределами города. Жертвы, оказывается, сжигались, или то, что оставалось, выбрасывались за пределы города. И Павел предлагает нам, христианам, выйти за пределы города к Нему, ко Христу. Потому что на земле у нас нет Родины, и мы ожидаем будущего города. Ну, как вот, представьте себе, Павел сам о себе говорит: «Я иудей из колена Вениаминова», да? То
то есть чистокровный иудей, гражданин Рима, воспитывался у ног Гамалиила из города Тарса. А тут он вдруг говорит, у меня нет города, у него и гражданство есть, и происхождение у него чистокровное, да, совершенно, да, из колена Вениаминова и так далее, и так далее. И вдруг он говорит о том, что города мы на земле не имеем, родины не имеем, и чего-то там ожидаем, и нужно выйти за пределы города. Символизм какой-то. Символизм, который мы с вами, конечно, благодаря Ветхому Завету, вполне себе представить можем. Давайте начнем с книги Бытия, мы уже проходили с вами эту книгу. Я вам зачитаю 4 главу. В 4 главе, после того, как Каин убил Авеля, о нем говорится следующее. Каин жалуется Господу, что его убьет первый же встречный. Нет, если кто убьет Каина, тот примет за это 7-кратное возмездие. И Господь сделал Каину метку или знак, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Каин ушел от Господа и жил в земле Нод, к востоку от Эдема. То есть события после грехопадения и после изгнания. Да? После изгнания. Каин познал жену свою, она забеременела и родила сына Еноха. Мы с вами это все проходили. В то время Каин строил город и назвал его по имени своего сына Енох. То есть, что мы наблюдаем после того, как человечество изгнано в лице Адама и его детей, да, которые у него уже рождаются. Но они уже родились у него не за пределами рая или за пределами Эдема, в среде людей возникают, мы с вами говорили, искусные мастера по железу, кузнецы, да, искусные мастера по игре на свирели и духовых инструментах, мы с вами об этом говорили. Возникает цивилизация. А она не абы где возникает, она в городе возникает. То есть он строил город. Ну, первые города — это нечто огороженное, компактное поселение людей. И вот цивилизация каинитов у нас как раз-таки и представляет из себя то самое, где люди концентрируются вместе, да, и пытаются выживать в этих новых условиях, которые возникли после грехопадения. А после грехопадения какие у нас новые условия для человеческой жизни? Земля — это больше не Эдем для человека. Терния и волчцы произрастет она тебя. И в поте лица своего ты будешь трудиться. То есть взаимоотношения между человеком и окружающей средой, между человеком и миром нарушены, разрушены. По причине чего? По причине грехопадения. И человеку, подобно муравьям в муравейниках или там пчелам, да, вот, ему необходимо что? Собирать какие-то запасы, где-то их охранять. Да? Для этого нужна социализация, разделение, иерархия и так далее, и так далее. Возникает цивилизация. Но цивилизация — это ответ человека на эту враждебность окружающей среды. То есть город — это своего рода Эдема-заменитель. Рая-заменитель. Рая уже нет. С природой мы теперь враждуем. С Богом отношения нарушены. И, соответственно, человек должен сам находить возможности для выживания в окружающей враждебной ему среде. Он и находит. Он и находит этот самый Ир. Иоанн Златоуст по этому поводу отмечает, что название города именем сына было подменой утраченного в раю бессмертия и явилось памятником грехов. Почему? Имя Енох дал он городу. Что в переводе назначает? Да, Енох истолковывается как поучение, учитель, посвятитель. Город в переводе с иврита Ир. Мы с вами говорили.
Вы знаете, это допотопная цивилизация. Мы не только о допотопных цивилизациях, мы и о совершенно недавних поселениях не имеем представления. Поэтому это допотопные цивилизации, тогда совершенно другой ландшафт, совершенно другие дороги, совершенно другие места проживания и так далее. Город – место постоянно бодрствующего сознания, да, человека. Здесь пробуждаются в городе какая техническая и технологическая сторона его ума. Земля отказывает в своей силе, поэтому Каин проклят, поэтому ему нужно трудиться в несколько раз более. Ему нужно проявлять смекалку, умение. Да? Нужно уметь уже различать, что календарь необходим, потому что нужны смена времен года, требует отдельный паштар, знания определенных законов. То есть в городе развивается то, что должно компенсировать потерю рая, блаженство. И, собственно говоря, искусство – это тоже компенсация. Все, что мы имеем, по большому счету, это компенсация потерянного и утраченного рая. Блаженство мы заменяем искусством. То, что приятно для души, для тела, ну какие у нас виды искусства, вы знаете. Строить земле Ир, значит, брать от земли, мы как говорили в советское время, милости, да, от природы мы ждать не можем. Но это правда, потому что милость – это благодать. Какой благодати мы можем ждать от природы, когда природа с нами враждует? Наша задача – взять. Да. Ну, действительно, да, это как раз характеризует человеческое сознание после грехопадения. Взять. Вот. Дело не в городе как таковом. Конечно, речь идет не о том, что для того, чтобы восполнить это дело, мы теперь должны бросить города, побежать в какие-нибудь пустыни, горы, леса, там еще куда-то вот и спрятаться. Это ничего, конечно же, не решит, потому что человек свою душу всегда носит вместе с собой. Он ее не может оставить в городе. Иоанн Богослов в Апокалипсисе в видении видит сходящий с неба Иерусалим. Ему дается трость, он начинает ее мерить, то есть город для жизни кого? Праведников. Там идет описание, колено и так далее, и так далее. Почему апостол Павел говорит, на земле мы города не имеем, града пребывающего, да? Мы постоянные странники, у нас нет родины. Почему? Потому что христианин, он не обусловлен этими временными рамками, социальными, у нас же христиане всех родов, да? Национальными, потому что христиане у нас представители любых этносов, правда же? Гендерными, у нас же нет разницы между мужчиной и женщиной в церкви. И те, и другие спасаются. А вот небесный город, который сходит, он его видит из драгоценных камней сложенных, да, красивый там какой-то, он его описывает, ну, совершенно такими эпитетами, очень сказочными, можно сказать. В этом городе, говорит Иоанн Богослов, то есть райском городе, нет храма. А почему нет храма? Потому что Бог обитает там во всяческое и во всем. Иными словами, это восстановленное и обоженное, вот все наши святые отцы об этом как раз и говорят, обоженная природа и, соответственно, и жизнь человека, проникнутая божественной благодатью. Если первый город каинитской цивилизации – это город, когда нужно заменять, компенсировать потерю рая, да, то тот город, который видит Иоанн Богослов и который дается христианам, это город, где ничего заменять и компенсировать не нужно. Бог во всей полноте предоставляет блаженное существование для человека. Блаженное. Отсутствие храмов – это и отсутствие иерархии, это и отсутствие вот этих причинно-следственных связей социальных, о которых мы с вами очень хорошо знаем.
Мы сами являемся участниками всего этого. Так вот, в этом небесном Иерусалиме, который описывает Иоанн Богослов, нет храма. Потому что Бог везде и во всем. Вот сейчас, если вы войдете в любой город, там много храмов. Но пребывает ли там Всевышний? Это вопрос. А в этом городе, небесном Иерусалиме, который он видит, там нет иерофантов, жрецов, священнослужителей. Почему? Потому что сам Господь говорит о том, что вы народ священный, взятый в удел, то есть священниками являетесь все. А если вы войдете в современный город, вы увидите большое количество жрецов, священно, каждый из них, безусловно, священно, служитель, да, и так далее, и так далее. Но является ли он служителем Всевышнего, это тоже вопрос. Итак, слово «ханох» означает «воспитывай», «обучай», «развивай себя». Добывай все своими силами. Вот по этим канонам у нас существует цивилизация, и как место локализации цивилизации – город. Слово «город» и «государство» они же у нас вообще тождественны. Просвещай себя, как выжить, иначе говоря, в этом мире. Это такая эпоха просвещения, своеобразная. Ну, средняя продолжительность жизни в этот период около 600 лет. То есть вы понимаете, что маразм и слабость человеческая, да, они приходят не в тот пенсионный возраст, который мы сейчас имеем. И в то же время вся эта цивилизация направлена против Бога. Вот вы представьте, да, собственно говоря, почему и потоп-то произошел. Так, давайте мы 30 стих прочтем. Но я вижу, что и ты, и твои вельможи, все вы еще не боитесь Господа Бога. Да. То есть он говорит о том, что с одной стороны он выйдет, и, конечно, все это прекратится. Он выйдет из этого города, он помолится, он распрострет руки, и прекратится эта пагуба. Чтобы ты знал, кто хозяин земли. Но я вижу, что и ты, и твои вельможи, что? Не боитесь Бога. Почему видит это пророк Моисей? Потому что, во-первых, он пророк. Прежде всего, у него есть видение, которое не от человеческой смекалки, да, происхождение свое берет, не от знаний каких-то, которые предки передают потомкам, отнюдь. Моисей знает, потому что это видение открывает ему сам Всевышний. Да, совершенно верно. Сам Господь. Вы не боитесь Бога. То есть Священное Писание нам говорит достаточно определенно. Начало премудрости – страх Господень. То есть разум человека приближается к Богу, когда, при каких условиях? Конечно. То есть не страх человеческий, когда мы боимся чего-то там упустить, и ради этого, да, все силы на познание каких-то нескольких вещей своих. Нет, страх перед Богом умудряет сердца праведника. Страх перед Богом, именно страх Божий, это начало премудрости, говорит Священное Писание. Это познание, мы с вами говорили о глаголе «яда», познавать, значит приобщаться к чему-то. Если пророк, значит он приобщен к Богу. А если он приобщен к Богу, значит ведение мира у него есть. И поэтому пророк Моисей заранее предсказывает, что я-то выйду, я-то прекращу эту казнь. Господь прекратит, когда я простру руки. Но ты не изменишься, потому что у тебя нет чего? Страха Божьего. У тебя нет страха Божьего, значит нет и мудрости. Ты до сих пор так и не понял, как избежать этого суда. У тебя нет ведения об этом. И я говорю об этом заранее.
Вот здесь мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что страха-то Божьего нет у людей, да, а вот есть разные другие страхи, есть разные другие фобии. И если дух истины человека не посещает, значит его посещают другие духи. Дух лукавства, дух ревности, дух злобы и так далее и тому подобное. Это результат человеческого грехопадения. Давайте мы с вами, я вас попрошу прочитать одну главу, которая в прошлый раз на вас произвела очень большое впечатление, как я понял. Это из книги «Чисел», 5 глава, 11-31 стихи. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о выявлении прелюбодеяния, если жена изменяет мужу, но каким образом? Этому предшествует дух ревности, которым обуреваем супруг бывает. Ну вот, неожиданно, может быть, это стечение каких-то определенных обстоятельств, но тем не менее, неожиданно у мужа дух ревности. Он подозревает в измене свою супругу. Да? Как поступать, когда он ее хватает при измене? Об этом во Второзаконии уже написано. А вот если доказательств нет, а дух тебя смущает, дух ревности, ну, соответственно, со всеми. Что тогда делать? Пожалуйста, с 11 стиха. Господь сказал Моисею: говори с израильтянами и скажи им, если кому-то изменит жена и будет ему неверна, если кто-то другой переспит с ней, а муж не будет об этом знать, если она осквернится тайно и нет свидетеля. Да, ведения нет, знания нет об этом. А вот дух ревности смущает. Далее. И ее не уличили, да. А муж станет ревновать и подозревать жену, которая осквернилась, или же в ревности заподозрит ее. А вдруг она и не виновна, а он в ревности ее подозревает, то... А она не осквернялась, то пусть он приведет жену к священнику. Так, первое. Такую женщину приводят к священнику. Далее. Пусть он принесет за нее приношение из 10 части ефы ячменной муки. Но пусть не возливает на муку масло и не кладет на нее благовоний, потому что это хлебное приношение ревности, приношение напоминания, составляющее вспомнить о беззаконии. Да, вроде бы жертва мирная приносится, всего лишь ефа муки, да, вот и косточка муки приносится, но символы благодати, то есть елей, масло и ладан, которым воскуривается Всевышний, туда не кладутся, потому что это жертва ревности. Тут не может речь идти о благодати, да? Далее. Пусть священник приведет ее и поставит перед Господом. Пусть он нальет в глиняный сосуд священной воды и положит в воду землю с пола скинии. Да, наливаешь святую воду, и берешь из скинии, это вы понимаете, храм, да, берешь землю из храма, бросаешь туда, смотрите, что далее. Поставив женщину перед Господом. Да, она вот стоит перед скинией, да, перед Господом предстоит. Далее. Пусть священник распустит ей волосы и вложит ей в руки приношение напоминания, хлебное приношение ревности, а сам будет держать горькую воду, которая наводит проклятие. Вот, смотрите. Оказывается, это святая вода с частичкой земли. Это вода, приносящая проклятие. Но, вы понимаете, проклятие ведь не просто на человека накладывается, проклятие на грех накладывается, если он был. Далее. Пусть священник скажет женщине: если другой мужчина не спал с тобой, если, будучи замужем, ты не изменила и не осквернилась, то пусть эта горькая вода, наводящая проклятие, тебе не повредит. Да, вот смотрите, здесь присутствует презумпция невиновности. То есть начинают не с проклятия, начинают не с преступления. Начинают с чего? Если ничего не было, то ничего и не будет. Далее. Но если, будучи замужем, ты изменила и осквернилась, ложась с другим мужчиной, кроме мужа, тогда пусть священник велит женщине дать клятву проклятия и скажет ей: то пусть предаст тебя Господь на проклятие и брань в твоем народе, сделав твое лоно опавшим, а живот вздутым. Вот, смотрите, если, будучи замужем, ты изменила и осквернилась, ложась с другим мужчиной, пусть священник велит женщине дать клятву проклятия. То есть
при всяком преступлении человек сам накладывает на себя клятву. Приступая любые заповеди, да, любые заповеди Всевышнего, дело не в том, что Всевышний проклинает человека. Дело в том, что для существования жизни, для сохранения жизни того или иного человека, что необходимо? Следовать этим заповедям. Господь ведь не дает заповеди для смерти. Он сам есть жизнь и, соответственно, дает заповеди для жизни. Но человек, нарушая эти заповеди, накладывает на себя проклятие сам. Сам. Не Господь проклинает человека, сам он вредит себе. Вот в чем суть нашей греховной жизни. Если у греха можно вообще представить себе суть какую-либо, да, то суть греховной жизни в том, что мы сами себя, начиная с Эдема, мы дети Адама и Евы. Далее. Пусть эта вода, наводящая проклятие, войдет в тебя, чтобы твой живот вздулся, а луна опала. Да, вот живот вздулся, а луна опала. То есть вы понимаете, это, да, это достаточно такое изменение формы, болезненное. Далее. И пусть женщина скажет аминь, аминь. Аминь, аминь означает истина, истина. То есть она подтвердит, если я это сделала, то пусть будет так, как ты говоришь. Далее. Священник запишет эти проклятия в свиток и смоет в горькую воду. Да, оно пишется, вы помните, старинные этих бумаг-то не было, да, на пергаменте писали. И потом это вот, чем писали, чернила смывается в воду. Далее. Пусть он напоит женщину горькой водой, которая наводит проклятие. Эта вода войдет в нее и заставит ее жестоко страдать. Пусть священник возьмет у нее из рук хлебное приношение ревности, потрясет перед Господом и перенесет к жертвеннику. Он возьмет пригоршню хлебного приношения как памятную часть и сожжет на жертвеннике. Потом он напоит женщину водой. Если она сквернилась, если вода не дана мужу, то когда он напоит ее водой, которая наводит проклятие, вода войдет в нее и заставит жестоко страдать. Живот у нее вздуется, а лона опадет, и ее проклянет весь народ. Но если женщина не осквернилась и чиста, она останется невредима и сможет иметь детей. Таков закон о ревности, если замужняя женщина нарушит верность и осквернится. И если мужа, который подозревает жену, охватит ревность, пусть священник поставит ее перед Господом и во всем поступит с ней по этому закону. Муж будет чист от греха, а жена понесет последствия греха. Да, муж будет чист от греха, а жена, почему чист от греха? Потому что они же два в плоти едину, то есть это теперь муж и жена, это целокупность, да, это единое тело, и, соответственно, если одно из них грешит, это отражается и на другом, и наоборот тоже, да. И вот дух ревности или же измена, да, или же блуд, или же прелюбодеяние, простите, они вот таким образом будут, во-первых, выявляться, и, во-вторых, наказываться. А люди таким способом много выявлялись? Что я сомневаюсь, что женщина пришла и сказала, что это люди. Нет, мы же не говорили о том, что женщина придет. Здесь никто не спрашивает женщину. Муж приводит жену. Да, приводит. Если у него ревность, Будет давать такие показания? а куда ей деваться? Она приводится в храм, у нее это выхода никакого нет. А если она сознается, то понятно, он ее изгоняет, если она сознается. Но она ведь не сознается, это вот именно об этом речь. Да, именно об этом. Либо дух ревности, у него же есть и оборотная сторона, она невиновна. Это тоже нужно учитывать. Вообще с этого это все и началось. Тогда кто виноват? Муж, получается, который заложил? А вот смотрите, вот как раз мы об этом и говорим. Человека обуревает дух ревности и не находят никакого другого выхода, социальное положение женщины в патриархальном обществе, я думаю, сейчас мы уже разбирали, еще раз мы с вами не будем обсуждать, к этому возвращаться. А вот смотрите, никак иначе разрешить этот вопрос не представляется возможным. Нет никаких других способов. Вот в данном случае, в данном обществе нет никаких других способов. И только этот успокаивает этот дух ревности с одной стороны и выявляет наличие или отсутствие преступления с другой стороны. Почему мы об этом говорим? Почему мы вообще-то затрагиваем эту тему? 31 стих, пожалуйста.
Лен и ячмень были побиты градом, потому что ячмень уже колосился, а лен цвел. Но пшеница, Да, далее. но пшеница и полба не пострадали. Это Поздний знак. Да. Казалось бы, здесь вроде бы всего лишь хронология нам представлена, да? Всего лишь хронология, отсутствие страха Божьего, и вот чтобы показать, когда эта пагуба приходила, или эта казнь, говорится о том, когда зацвели и отцвели одни злаки, когда еще не пришли другие. Итак, смотрите, лен, что у нас со льном? побиты были градом. Да, лен и ячмень побиты были градом. Но вообще лен в Священном Писании упоминается достаточно часто. Да. Более всего это растение связано с Иерусалимским храмом. Ну вот я вам зачитаю несколько, да. Вот Левит, 6 глава. «Пусть священник оденется в льняную одежду свою, наденет на тело льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения». А всесожжение, это вы понимаете, мы с вами говорили, что степень греха был прямо пропорционален степени принесения в жертву. Там что-то сжигалось, что-то оставлялось при определенной, да, легких, скажем так, нарушениях закона. Если совершалось, как это сказать, смертный грех, какой-то страшный грех, да, то тогда животное полностью сжигалось, от нее ничего не оставляли, ни шкуры, ни тука, то есть ни жира, ни каких-то частей, ни кожи на пергамент, ничего нельзя было оставлять, нужно было сжечь полностью. И вот смотрите, лен, священник должен надеть все это льняное и снимет пепел от всесожжения за какой-то очень страшный грех, который сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. Это 6 глава. Далее, вот с чем должен ходить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Это когда вот за грех народа всего, да. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, льняным поясом пусть опоясывается, льняной кидар надевает. Это священные одежды, и пусть омывает он тело святое свое водою, то есть освобождается, да, от грехов, и надевает их. То есть в Ветхом Завете это символы суда над ветхим человеком. Суда. Точно так же ячмень. В Новом Завете все преображается. Что преображается? Пророк Исаия в 42 главе пророчествует о событиях, которые еще не произошли. Он еще живет во времена царства. Он пророчествует о пришествии Христа. Какими словами? «Не возопит и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». То есть скромный будет. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». А уже в Новом Завете у апостола Матфея, который писал для евреев и очень часто использовал ветхозаветные пророчества: «Се отрок мой, которого я избрал, говорит Господь, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не воспрекословит, не возопит, никто не услышит на улицах его голоса». То есть он повторяет это пророчество. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Это какого рода трепетное отношение к грешнику характеризуется, обратите внимание. Что такое льна курящегося? Вот фитиль у вас там дымится, да, какой-то. Он даже этого не угасит, когда будет судить людей. Насколько трепетно. Голоса не возвысит, то есть проклятий не будет. Трости надломлено, это ведь человек. Это же мы с вами, падшие люди, грешные люди, мы надломленные трости. И по закону мы должны быть наказаны. Но суд Христа, суд Мессия, который говорит Исаия, или суд Христа, о котором говорит Матфей, он не таков. Он не переломит уже надломленной трости. Он этого фитиля не погасит, он голоса не возвысит. То есть
Ну, вся деятельность Христа на земле, как мы видим эту жизнь его, да, указанную в Евангелии, он что делает? Он прощает, он исцеляет, он кормит, он освящает, он оправдывает. Это вот диаметрально противоположно. И это, конечно, не укладывается в голове. Ну как это? Что за суд Божий такой? Суд Божий он в чем заключается? Возгреметь. Помните 10 заповедей, вот мы еще не проходили, но как давались, да? Гремела гора. Вот. Мы сейчас будем говорить, как фараон погибнет в водах и так далее. Вот оно, вот смотрите, как египтяне страдают. Вот оно, настоящее наказание. И мы тоже, знаете, в порыве праведного гнева что говорим? Наказать по справедливости. Совершенно верно. Но в том-то и дело, что мы далеки от Всевышнего. В том-то и дело, что мы далеки от Творца, который сотворил этот мир. Потому что Творец ведет себя иначе. Совершенно иначе. Вот мы об этом и читаем. Еще одно. Приближалась Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи, увидел множество народа, идет к нему и говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал: и мы на 200 динариев не дадим. Динарий — это серебряная монета, да, 200 динариев — это достаточно солидная, да, сумма. Недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. То есть Господь спрашивает о том, что делать с людьми, потому что не можем их отпустить, они погибнут в дороге, да, как им помочь. Ставит этот вопрос перед апостолами. Апостолы видят только проблему, ничего нет. Помочь невозможно. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит: здесь у одного мальчика, впрочем, есть 5 ячменных хлебов. То есть ячмень есть, вот так, та ячмень, которая погибла, из-за которой был голод в Древнем Египте. Да, вот в Новом Завете эти ячмены, но их всего 5. И 2 какие-то рыбки. Ну, вы представляете, это не осетровые были, это что-то там очень маленькое. Но что это для такого множества народов? То есть он видит только проблему, он не видит решения этой проблемы. Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. 5 хлебов, 2 рыбы, запоминаем. Иисус взял хлебы, воздал благодарение, раздал ученикам, ученики возлежавшим, так и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам: соберите оставшиеся куски. Собрали, наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов и оставшиеся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, который должен прийти в этот мир. То есть, если ячмень была побита, и это было причиной голода в Египте, то в Новом Завете совершенно ничего не значащими 5 ячменными хлебцами были накормлены 5000 человек. Да. А вот теперь по поводу духа ревности и вот этим мытарством и измывательством, которые женщины в Ветхом Завете, да, у нас подвергались. Утром опять пришел в храм, и весь народ пришел к нему. Это Евангелие от Иоанна, конечно же, 8 глава. Он сел и учил их. И тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. А тут уже не надо ничего доказывать. Она была при свидетелях схвачена. То есть, если когда дух ревности находит, там еще нужно что-то, манипуляции какие-то, да, делать, то тут ничего не нужно. Здесь нужно просто побить камнями. Все, закон прописан. Тут надо просто взять камни и закидать ее. Поставили ее посреди и сказали ему: учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей в законе заповедал, на всякий случай, если ты забыл, заповедал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь? Он в храме находится. Они прямо привели к нему.
Говорили же это, пишет Иоанн Богослов, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом по земле, да, ну вот вы представляете себе храм, выложенный это, как камнем, да, все камень, он по камню пальцем водит. Не обращает на них внимания, пальцем водит по камню. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал, то есть поднял голову, говорит, кто из вас без греха, пусть первый бросит в него камень. И опять, наклонившись, начал пальцем водить по брусчатке. Они, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Но, видимо, тоже голову подняла, никого нет. Он говорит, «И я тебя не осуждаю. Иди и впредь не греши». Но это безумие, да, Господа искушать. Это безумие, да? Ну вот смотрите, как искушают. Он их учит закону, он их учит благодати. Он говорит о том, что пришел не упразднить, а исполнить закон. Они ему, тому, кто давал 10 заповедей, говорят о том, что вот Моисей, дескать, в законе. Он почему перстом по камню водит? 10 заповедей Моисею были даны. На чем? Кто их дал? Он и дал, кого они искушают. Это он начертил эти 10 заповедей и дал их Моисею. Не Моисей их дал народу, поднявшись на гору и спустившись, да? А он этим самым перстом, ну здесь мы говорим о боговоплощении, но я говорю об этом достаточно символично. Он этим самым перстом эти 10 заповедей написал. И уж кто, как не Господь, знает, как и для чего применяются заповеди и законы, и для чего они даны. И когда он ставит перед ними вопрос, а какая разница, записанный перстом или записанный на сердце совестью, это ведь одно и то же. Голос совести – это и есть голос Божий в человеке. Никакой разницы между писанным законом и нравственным законом нет никакой тут разницы. Другое дело, что просто то, что написано на камне, потом не вырубишь топором, а с совестью можно, вы понимаете, вот, заключить некоторые соглашения. Вот он то же самое вопрос задает им, и они что делают? Обличаемые чем? Совестью, то есть законом, да? Они пришли этим законом тыкать и как бы искушать, там, убивать, я не знаю, ловить его на чем-то, а теперь сами обличаемые тем же самым законом, только не писано, вдруг разбежались. Перед лицом благодати упразднено вот это вот все то, что ведет к человеческой гибели. И он ей то же самое говорит. А где те, кто тебя обличал? Говорит, нет их. Вот, я тебя не обличаю. Это слова Бога. Как они звучат? Он же сказал, и я не осуждаю тебя. Это слова Бога. Вы вслушайтесь в эти слова. Почему суд и милость и истина? Мы-то думаем, что Бог это тот, который вот, это Зевс, это Юпитер, он только и делает, что судит, вот справедливо уничтожает людей, да? Но даже в Ветхом Завете не тянет Господь с наказанием, он долготерпит, чтобы исправился человек. Мы даже в Ветхом Завете с вами читаем. И вот здесь то же самое. Он не осуждает. Я тебя не осуждаю. Бог человека не осуждает. Мы с вами проходили книгу Иова, мы с вами знаем, что человек рождается во грехе. И задача Бога, она не заключается в том, чтобы осудить и уничтожить грешника, а в том, чтобы грешника исцелить, исправить, а не осудить. И Бог это не человек. Вы знаете, вот последовательность очень важна. Смотрите, что дает ей силу.
я тебя не осуждаю. А в дальнейшем, благодаря этой силе, иди и не греши. Она получает что? Прощение. Прощение, милосердие, любовь, благодать. Вот в чем сила не грешить. Не грешить, чтобы получить прощение. Последовательность другая. Мы должны внимательно смотреть на то, что, из чего и по каким законам функционирует человеческая природа, и как дается благодать, и как освобождаться от грехов. То есть не так, чтобы бороться, все время обращать внимание на грех. На что ты обращаешь внимание, тем ты и будешь побежден. На любовь Всевышнего, на милосердие Всевышнего. То есть Бог, Он и есть любовь, говорит Иоанн Богослов. Так вот на кого нужно смотреть. И вот тогда ты будешь не грешить. Последовательность. Обратите внимание на эту последовательность. 33 стих. Оставил Моисей фараона, вышел из города, воздел руки к Господу, тот же гром и град прекратились, и перестал лить дождь. Да. Простер руки, и прекратился град. Вы представляете, раб вышел за город, раб египетский, вышел за город, руки простер к небу, и прекратился град. А как же так? Как же так? А как же вот эта богиня Нут, о которой мы говорили, древнеегипетская, которая должна... Где же была богиня плодородия, совершенно верно? Ну, во-первых, опять этим посохом, руками в небо грозит египетские божества, да? 34 стих. Но едва фараон увидел, что дождь, град и гром прекратились, он вновь принялся за свое, снова стал упрямиться вместе со своими вельможами. Да, то есть вот смотрите, вот этот стих. «Веяра пороки хадаль, хаматар вегаабарат вегакулот, ваюсев ляхато ваяхбет либо хува вода». И увидел паром, что прекратился дождь, все хорошо, миновало, и град, и громы, и продолжал грешить, и отягчал, отяжелял свое сердце он и его слуги. Совершенно верно. Это не просто его какое-то действие, это вот Септуагинт, да? Увидел же фараон, что прекратился ометос дождь, и град, и голоса, да, и фоне, и прибавил, просефете, да, прибавил ту амартане, грешить, то есть еще больше, да, прибавляет греху, и оттяготил его сердце. Что это за оттяготение сердец, мы с вами говорили. То есть речь идет о чем? Речь идет о состоянии богооставленности. Что значит ожесточилось сердце? Как Господь может ожесточить сердце? Бог же не есть зло. Бог есть добро, Бог есть любовь. Оставленность. То есть человек действует в соответствии с законами своей натуры. Уже порабощенный греху. Он раб греха. Пророчество страдающем рабе Господнем, Эведа Донай, соработники, это пророчество в Ветхом Завете о Христе. Это Христос, не грешащий человек, а человек грешит всегда. И вот, когда человек действует в соответствии с, ну мы говорим, да, условно так, натурой, но природой, которая порабощена греху, то, соответственно, он что делает? Он грешит. Он действует, исходя из тяжелого сердца, отталкиваясь от тяжести. Сердце тяжелое только под весом страстей, грехов, преступлений, помыслов и так далее. Вот, исходя из этого, он и действует у нас. 10 глава, 1 стих. Можно читать? Да, пожалуйста. По-прежнему апостол фараон, не отпустил он сынов Израилевых, как и предсказывал Господь через Моисея. Да, как и предсказывал, не сам Моисей, заметьте еще раз. Знание или познание или ведение Моисея источником имеет самого Всевышнего. Далее. Господь велел Моисею:
иди к фараону. Я сделал так, что фараон и его вельможи по-прежнему упорствуют. Это для того, чтобы я мог показать на них мои чудеса. Так, вот смотрите, еще раз повторимся. Отягощенное сердце – это из-за чего? Из-за богооставленности. Фараон враждует с Богом. Но не то, что там какой-то фараон враждует. Человек враждует с Богом, фараон – представитель человечества. Он всего лишь вершина, да, этой греховной иерархии. И в таком состоянии богооставленности, конечно, человек является чем? Ну, посмешищем, по большому счету. Человек, который оставлен Богом, он безумен. Он безумен, он не может владеть силами своей души во всей этой полноте, да? Ну, не может. Потому что Творец создал его, а он враждует с Творцом. Ну, соответственно, и вы помните, как это отражается. Болезни, дни жизни человека, да, они все время сокращаются. То есть функционально природа человека, она под влиянием болезни, она что? Она сбои дает. И сами болезни, это не просто там абы что, там какая-то вражда с микромиром, там, я не знаю, с бактериями, еще с чем-то. Нет, 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 это последствия. Это все последствия, а не причины. И вот в данном случае природа фараона, природа человека дает сбой. Почему? Гордыня. Самый главный грех человека. Гордыня, эгоизм, эгоцентризм. Да? Гордость человека. Если гордыня становится светочем и путеводителем в жизни, то вы понимаете, Господь о таком и говорит. Если слепой поведет слепца, а он, правда, не оба ли упадут в яму? Он, конечно, не желает этого, чтобы они упали, но если так произойдет, да, слепец поведет слепца. Это не только фарисей, ведущий там какой-то религиозный лидер, который ведет своих пособных. Нет. Если гордыня поведет человека по жизни, то оба попадают в Шеол. Оба. И если для гордыни это самое место, то для человека, поверьте, ад это совсем не место для пребывания. Ну, совсем никак. Вот. Здесь у нас, значит, слово какое? От, да? Это знамение, знак или указание. Вот он и говорит. Я сделал так, что фараон упорствовал для того, чтобы я мог показать на них свои чудеса. Господь являет знаки, показывая, вот смотрите, ну, каждый из нас в школе учился, да? Вот в лабораториях мы делаем опыты. Мы что берем там? Ну, химических, с химикатами, да? В лабораториях там биологических мышки. На них показывают. Вот смотрите, Господь говорит, вот человек объятый гордыней, да, вот он, мы его берем, да, условно, вот мышка за хвостик. Вот что будет, если от гордыни не избавиться? Погибнет. То есть мы сейчас покажем вот этот эксперимент. То есть весь Ветхий Завет это что? Это педагогика. Весь Ветхий Завет, как говорит Климент Александрийский, это педагог на пути ко Христу, ведущий ко Христу. Вот мы и смотрим с вами, чтобы как мудрые люди не на собственных ошибках учиться, а на богатом опыте предшественников в Ветхом Завете. Вот давайте обратим на это внимание. То есть я покажу вам, я вам знамение Симеон. Симеон это знамение, знак в Септуагинте. А от это в Масорецком, то есть в еврейском тексте. Это не имеет значения, одно и то же слово. 2 стих, пожалуйста. Это чтобы вы рассказывали сыновьям и внукам, как я восторжествовал над Египтом, как явил я здесь свои чудеса. Это чтобы вы знали, кто такой Господь. Да, да. Знамения и знаки, которые пользуются Всевышним, это не магия, которую пользуются там жрецы, разные иерофанты, гадалки, астрологи и так далее, им же не из числа, сейчас их всех перечислять, да. Это педагогика, которая вразумляет человека. Вот он для чего это все делает.
Это чтобы вы рассказали сыновьям и внукам. А зачем об этом рассказывать сыновьям и внукам? Опыт нужно передавать. Опыт. Речь же не только о этом поколении. И дальше оно должно передаваться. Восторжествовал Египтом, явил чудеса. Самое главное, не торжество и не чудеса, не знаки, чтобы знали, кто Господь. Смысл-то в этом. Смысл всех чудес, всех знамений – это спасение человека. Конечная цель – это не показать мое превосходство над ним, над ней, его превосходство над нами. Нет, не об этом речь. Конечная цель – это спасти человека. Это вам не древнеязыческая мифология, там, где превращаются в разных, побеждают в битвах, помогают разным царям и народам, героям и так далее. Речь не об этом. Речь о том, чтобы спасти все человечество. Здесь, значит, у нас следующий стих. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: Господь, Бог евреев, говорит: сколько еще ты будешь мне противиться? Отпусти мой народ, соверши служение мне. Вот удивительная вещь, да? Удивительная вещь. Почему? Посмотрите, какое сюжетное противопоставление происходит. Моисей и Аарон приходят к фараону, кто рабы, представители рабов, и говорят: как долго ты еще будешь? Что делать? Прочтите. Что делать? Третий стих. Сколько ты еще будешь противиться? Здесь стоит она, быть склоненным или согбенным, быть притесненным или угнетенным, быть жалким. Дословно, не смиряться. Сколько ты еще будешь не смиряться перед Господом? Представьте себе, рабы, которых уничижали и унижали египтяне, поскольку это главенствующие, да, у нас. А эти рабы приходят к царю, обожествленному, к фараону, и говорят: как долго ты еще будешь не смиряться перед Господом? Человеку, который говорил: я не знаю никакого Бога евреев. Вот развитие сюжетной линии, да? Смиряли, уничижали, нагибали, делали жалкими, несчастными. Кого? Евреев, потому что этот глагол «она» у нас встречается, вот исход. И поставили над ним начальников работ, чтобы тот же самый глагол, изнуряли тяжкими работами. То есть это евреев. Построили они города Пифом, Рамсес. 12 стих той же книги «Исход». Но чем более изнуряли, опять-таки смиряли этот народ, тем более он умножался. И тем более возрастал. Так что египтяне стали что делать? Опасаться, бояться сынов египетских. Сынов Израиля. То есть, вот удивительно, если мы поем это на Рождество, если с нами Бог, то кто против нас? Мы это встречаем с вами выражение еще и в Новом Завете. Энтрепо это в Септуагинте. Пристыжать, постыжать, посрамлять, стыдиться. То есть, если Септуагинту открываем, то там как долго ты еще будешь не стыдиться, то есть так бессовестно себя вести. У тебя уже и народ страдает, и государство страдает, и все страдает, а ты все еще упорствуешь и упорствуешь. Как долго это будет продолжаться? А вот в Новом Завете энтрепо, пристыжать, постыжать, посрамлять. А вот в Новом Завете это Иакова, 4 глава, 6 стих. 4 глава, 6 стих. Бог надменным противится, а тапенис, это смиренным же, дает что? Харин. Харин благодать.
Тапинос низкий, бедный, неблагородный, смиренный, скромный. Почему так? Почему Бог надменным противится, а смиренным дает благодать? Жалкий, раболепный, покорный, послушный. Это что за формальный такой образ? Лишенный гордыни. Лишенный гордыни. Смиренный. Мы же так и противопоставляем эти два термина. Смиренный и гордый. Вот если лишенный гордыни, ему дает Харин благодать. Если человек лишен гордыни. Потому что благодать не может войти в сердце гордого человека. Оно закрыто. Потому что гордому человеку не нужен Бог. Зачем ему благодать? Какое милосердие? Он сам всего добивается. Он представитель города, Ханоха. Он сам добился всего в этой жизни. Он представитель цивилизации, которая существует сама по себе. Зачем цивилизации Бог? У меня храмы есть, культы разные, этого достаточно. Бог мне нужен. Так. Далее здесь используется «Ваявдуни», чтобы совершили служение мне. То есть ты фараон, ты смиряешься перед Богом, а они мои служители. Они должны служить мне. Такое соревнование мы с вами наблюдаем между язычеством и богооткровенной, зарождающейся, великий, или восстановлением отношений человека с Богом. Некое соперничество. Следующий стих. А если не отпустишь, завтра я нашлю на твои владения саранчу. Да, я нашлю на твои владения арбе, мигрирующая саранча, акрис, акрида, саранча в греческом, до сих пор питаются, насыщены белком и так далее. Где у нас акриды встречаются? У Иоанна. В Новом Завете. Да, живущий в пустыне Иоанн Креститель не ел ничего, кроме акриды дикого меда. Акриды – это вот самая саранча. Это и нога, как у нас здесь саранча. Нога. Марк, не имея личного опыта. Саранча, принесенная, да нет, я думаю, что это одно и то же насекомое, да. 5 стих. Она покроет все, так что из земли не будет видно. Поест всю зелень, уцелевшую после града, объест все деревья в поле. Далее, следующий. Саранча наполнит твой дом и дома твоих вельмож, дома всех египтян. Ни отцы ваши, ни деды такого не видали, с тех пор, как вы живете на этой земле. Повернулся Моисей и вышел от фараона. То есть были нашествия, конечно, саранчи. Мы с вами наблюдаем нашествие разных жучков, паучков тут на протяжении последних лет, да, и гусениц разных, и все прочего, да, Да, у нас там огневки и прочие клопы и прочее. Но такого, говорит бытописатель, да, такого не видели даже их предки. То есть она покрыла все. А если учитывать, что перед этим были эти все грады, да, моры, язвы и все прочее, то там вообще мало что уже оставалось. И то, что осталось, на это налетает саранча и уничтожает все, что мы называем сельским хозяйством. Вы представляете себе, мы с вами карту Египта видели, цивилизация, она же по берегам Нила существовала. Это достаточно небольшое пространство. Там и сеяли, там и собирали, там и жили. Да, и туда налетела саранча, да, и это все. Такого ни ваши отцы, ни деды не видывали. Представьте, да, какое-то было нашествие. 7 стих. Тогда вельможи сказали фараону: долго ли нам еще страдать от этого человека? Отпусти их, пусть совершат служение своему Богу Господу. Разве ты не видишь, что Египет погибает? Очень интересно. Гатерем теда ки авда Мицраим. Неужели ты не знаешь, тут глагол еда,
Яда. Неужели ты не знаешь, что погибает Мицраим, Египет гибнет? Ты что, фараон? Мы бы сказали, пелены объелся. Ты что творишь? Государство гибнет. Ты чего творишь? Неужели ты не знаешь, что гибнет Мицраим? Не видишь, что гибнет Мицраим? Глагол «еда», мы с вами его еще с книги «Бытие» знаем, да? Познал, познала Ева плод и так далее. Еда, познавать, узнавать, дать себя знать, открыться, быть познанным, быть вразумляемым, познанный, знакомый и так далее. О чем здесь идет речь? А что, у фараона нет познания? Он что, не видит, что происходит? Он что, не наблюдает эти причинно-следственные связи? Он что, не может обобщить и сделать вывод? Не может. Не может. Вот эта яда, знание, познание, трезвость, как мы говорим, да, отнято у него по причине вот этого вот самообожествления, гордыни. Так бывает, и, друзья мои, бывает достаточно часто. Потому что фараоны же там, они обожествляют. Следующее, ават, погибать, неужели терять, пропадать, истреблять? Неужели ты не видишь, что вот исчезает государство, исчезает, губится, теряется, истребляется, уничтожается? Авадон – это ангел погибели. В Ветхом Завете это синоним, Авадон, Авад синоним Шеола, то есть ада, смерти. В Новом Завете, в Откровении Иоанна Богослова, когда 5-й ангел вострубил, это имя ангела бездны, царя Сарачи, вот он, перекличка, вышедший из бездны, и Иоанн Богослов говорит, имя ему по-еврейски Авадон, по-гречески Аполеон. Авадон, то есть ангел погибели, то есть смерть имеется в виду. Мы с вами прекрасно знаем, что познание или знание дается от Всевышнего. Здесь задается вопрос, фараон, куда ты смотрел, что до всего этого довел целую страну? Это очень важный вопрос. Почему? Это очень важно, на что или на кого человек смотрит. Священное Писание нам говорит, с преподобным преподобен будешь, со строптивым развратишься. Где твое сердце, там будешь и ты. Это очень важно, на кого и на что ты смотришь. Потому что такое грехопадение? Как произошло, как явилось зло? Если мы откроем богатое наследие церкви, то мы с вами понимаем, что дьявол тоже был ангелом. Он не равночастен Богу, он сотворен. И сотворен ангелом, это Херувим, но он пал. Почему? Никакой Херувим, это очень сложно понять человеку в его падшем состоянии, но это и в этом и заключается божественное откровение. Он не является ни добрым, ни благим сам по себе. Никакой ангел не добр, не благ сам по себе. Они взирают на Бога, поэтому называются силы или слуги. То есть силы или слуги, служащие Творцу, служащие свету, но они не являются светом сами по себе, по природе, по сути. Это такие же, конечно, это такие же творения, как и мы. И в этом плане ничем не отличаются, тоже сотворены. Ангел, который смотрит на Бога, это ангел. Что же происходит с сатаной? Это по учению святых отцов, обращает внимание на самого себя. То есть наблюдает не за источником света, а за его отражением. Переключая взгляд, что происходит? Процесс самолюбования.
Если Бог есть любовь, то ангелы – это слуги. Любви. Совершенно верно. Но когда ангел обращает внимание на самого себя и занимается самолюбованием, то он слуга самого себя. Но бытие или жизнь в самом себе творение не содержит. Само по себе творение не существует, и тем более оно не может быть благим, потому что оно сотворено. Оно существует только потому, что есть Бог. И когда начинается процесс самолюбования, начинается процесс угасания. Ты не источник света. Мы с вами очень часто говорим о падшем человеке, как о лампочке, вывернутой из патрона. Какая бы она ни была красивая, как бы она ни пыжилась, но пока контакты не замкнут, она не может начать светиться. Потому что источником света лампа сама по себе не является. Ей нужен, она всего лишь проводник. И вот тогда она может засветить. Вот мы видим, да, как они светят. То же самое с дьяволом. Он видит в себе источника жизни, он видит в себе красоту, он видит в себе добро, он видит в себе благо и по факту является кем? Дьяволом. Люцифер так и переводится, светоносный. То есть он предполагает, это вот слово «хевель», утренняя звезда, да, в Ветхом Завете, это отдельно встречается по отношению к падшим духам, да, вот Деница, утренняя звезда, вот ее так и перевел. Люцифер не как имя собственное перевел блаженный Иероним в Вульгате. В Средневековье начали так, вот, точнее нет, после эпохи, кажется, просвещения стали так и использовать это слово. Люцифер – светоносящий. А какого рода свет носится дьяволом? Да, вот какого рода свет? Если божественного уже нет, того, которого мы наблюдали на преображении, нетварного, нет, то какой свет? Тьма. И Господь так и дает ему характеристику. Какую? Фарисеям, как он говорит? Вы дети отца вашего дьявола, и похоти отца вашего хотите творить, потому что нет в нем истины. Он в истине не стоит. Он человека-убийца от начала. Вот какие дела у него. Очень важно, на кого мы смотрим. Дьявол смотрел на Бога, стал любоваться собой и отпал. Но эта схема достаточно грубая, но вы понимаете, что речь идет об эгоизме, о гордыне. Второе, хорошо, отпал сам. А дальше? Еще людей он Совершенно верно. Каким образом? не дает контакта со То же самое. Вспомните Эдем. Что он говорит? Адам и Ева сотворены Богом. В Эдеме общаются с Богом, смотрят на Бога. И благодаря этому имеют блаженство. Приходит змей и говорит: он вас обманывает, если вы, посмотрите на яблочки, да, такой фокус. Да, ну какие-то плоды, ну не суть важно, какие плоды. Вот если вы будете есть эти плоды, то есть, казалось бы, он переключает внимание на яблоки. Отнюдь, намного хитрее. Не в буквальном смысле слова. Да, речь не о яблоке, речь о плодах. Да. Плодах. Речь о чем идет? Речь не о яблоках и не о плодах вообще. Он переключает внимание на самих себя. То есть ваше бессмертие в ваших руках. Для этого нужно... Они хотят быть бессмертными не потому, что они смотрят на Бога и общаются с Ним, а сами по себе. Вот он, дьявольский грех. Вы будете бессмертны, что для этого нужно? Побежать там, яблочки сорвать, еще что-то. Так это ж только начало. До сих пор человек все бегает и сам по себе пытается себе рай создать. До сих пор носится. Вся цивилизация это и есть Эдема-заменитель, рая-заменитель. Он до сих пор как белка в колесе носится. Почему? А гордыня, он же свойство дьявола приобрел. Он-то уже на Бога не смотрит. Он смотрит на кого? На себя
на свое эго, гордыня его распирает и двигает прогресс. Посмотрите, как замечательно прогресс развился. Как человек научился убивать человека. Гениально. Мы подошли к тому, что можем уничтожить всю жизнь на планете. Замечательно. То есть путеводителем человека является гордыня. И она ведет его куда? Так Христос и говорит, не оба ли упадут в яму? Все? Те примеры, которые мы с вами не раз уже проходили, мы ими подкрепим. Это наше новое знание, точнее старое, но по-новому раскрытое. Вспомним Петра. Он видит Господа, идущего по водам, и говорит, если это ты, Господи, да, скажи, что я пошел. И он говорит, иди. Он смотрит на Христа и идет. Любой человек смотрит на Христа, он идет по водам. И тут он обращает внимание на что? То есть он перестает смотреть на Христа и видит, что буря, огромная буря, волны гигантские, ведь он остается один на один с проблемой. А он-то всего лишь человек, он-то всего лишь смертный, а люди, они вообще-то в воде тонут, это законы физики. И Петр, как рыбак, знал об этом лучше всех, и начал тонуть. Он-то на Христа уже не смотрит, он смотрит на себя любимого и на проблемы. Все, он начал тонуть, Господь его вытаскивает и что говорит? Почему ты усомнился, маловерный? Он же не говорит, что ты там плавать не умел, или еще что-то, или не быстро пошел, ты усомнился. Таким образом, познание дается только Богом. У фараона оно отобрано, потому что фараон смотрит только на себя, на свои проблемы, на то, что он правитель Египта и отвечает за целую страну. Все, больше его ничего не интересует. Вы помните, у нас было Шама, слышание, Симеон был такой сын у Якова, один из 12. Вот эта Шама была убрана, помните? Забрали Симеона в качестве заложника, вспомните, да? Вот вспомните, да? То есть слышание отбирается, духа уже нет святого. Вот, если у духа нет, слышания тоже нет. И человек без Бога, без вот этих естественных, обостренных, благодатных, да, свойств своей души, разумения, воли, чувств, что с ним происходит? Он разлагается и гибнет. Это судьба каждого человека, каждого создания, которое отрывается от своего Творца. Очень важно, как мы говорим, обратите внимание. Так вот, очень важно обратить внимание не на проблемы, потому что они всегда будут. Их бояться не нужно. Они будут всегда, они были и будут. Дело не в проблемах. Обратить внимание не на себя, потому что ты любимый, никуда не денешься. Всегда с собой. Обратить внимание на Творца, который единственный имеет возможность проблемы решить. Единственный является источником жизни. Единственный является источником благодати. Единственный является источником любви. Ну, продолжайте. Здоровья, благополучия, благоденствия. Мы являемся источниками всего этого. Если бы мы, не было бы, например, Министерства экономики или здравоохранения, они бы просто отсутствовали. Мы бы решили все проблемы. Но отнюдь. У нас сегодня гигантские социальные институты, а люди все равно гибнут. Ничего не помогает. Обратим внимание еще раз не на проблемы, не на себя, то есть не будем раздувать эгоцентризма, обратим внимание на того, кто все проблемы может решить, на Христа. Приобщимся к Его святости, а не нашей,
самосвятости, да, к Его благу, а не тому, что мы делаем, к Его подвигам, а не нашим подвигам. А осану нашим подвигам мы любим петь, это понятно. Но давайте обратимся к Евангелию, ко Христу. И тогда все остальные проблемы, ну как он говорит, ищите прежде Царствие Небесного и правды Его, а все остальное, закончите, Марк, приложится. Совершенно верно. Большое спасибо. Если есть вопросы, ну, раз вопросов нет, помолимся. Без истления Бога и Слова Душа, сущие Богородицы, прямо отвечаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за хорошую информацию. И все.